Множеством оттенков и красок заиграл праздник творчества и созидания. В одном из залов Дома культуры развернулась ярмарка счастья. Великолепие созданных своими руками шедевров на суд честного народа представили алданские мастерицы. Наталья Труфанова – признанный мастер плетения из бумажной лозы. Изготовление гипсовых сувениров и свечей для нее стало следующей ступенью личностного роста. Вы знаете, человек творческий всегда развивается. Хочется одно освоил, хочется чего-то нового. У меня случилось просто прекрасное событие в этом году. У меня внучка выходила замуж, и мне захотелось сделать ей очень красивый стол. И когда я в Крыму отдыхала, я познакомилась со свечеварами. Я очень увлеклась свечами, и мне настолько это все понравилось. И вот я с лета занимаюсь свечеварением. Наталья по профессии экономист. Раньше она творила в свободные от работы часы. Теперь же посвящает искусству все время. Каждый шедевр автор наполняет особенным смыслом. Созданные руками мастера изделия способны защитить владельцев от дурного глаза, очистить жилище от отрицательной энергии и привлечь удачу. Но мне больше как интересует ведическая культура. Мне больше нравится, допустим, чтобы это было обрядовое, чтобы это было значимое. То есть для меня каждая вещь имеет значение. И вот я нашла кошка, бастет называется, и в египетской культуре она привносит для дома уют, заботу, она убирает весь негатив. И человек, который вот подержал эту свечу, она в доме стоит, она набрала весь негатив, вы эту свечу сжигаете, и получается, что все плохое от вас ушло. То есть и вы живете счастливо, продолжаете жить счастливо. Если у девушки не складывается жизнь, если вокруг нее бывают плохие люди, есть вот такая красивая берегиня, берегиня-лисица она называется. Вот. Она помогает... оберегает девушку от неприятных отношений, от неуюта в доме. Она помогает быть ловкой, хитрой, изворотливой и приносит в дом счастье. Это вот она. Также вот есть у меня любимая фигурка ворон. Вот он такой важный, вот он такой красивый, он такой вот смотрит на тебя. Он тебе тоже говорит, ты утром встал? Доброе утро. Он тебе отвечает. Хочешь, он улыбнется, не хочешь, не улыбнется. И есть избушка. К этому ворону она немножко не соответствует. Избушка со всякими мелочами. Она настолько детализирована, что просто вот смотришь на нее и любуешься. Тут же вот косточки, тут же вот скелетик, тут же вот каждое бревнышко, лапочка. То есть вот оно настолько милое, настолько прекрасное, оно может быть и елочной игрушкой. Повисела на елке, елка завершилась, убрали, подрезали фитилечек. Фитилечек должен быть не более 5 миллиметров. Зажигаешь и тоже получаешь удовольствие, тоже радость. Процесс создания свечей требует как определенных знаний, так и наличия специальных инструментов. Наталья работает с разными видами воска и продолжает пополнять набор форм. Вы знаете, как вот говорят, не гонялся бы ты поп за дешевизной. Я выписала в одном месте формы и выписала в другом месте. И вот я вам для сравнения покажу. Вот лосик и вот избушка. Лосик деревянный по сравнению вот с этой. То есть он простой, он ни о чем. Вот. А вот эта вот она изящная, она красивая. Наталья является председателем Алданского клуба мастериц. В 2024-м клуб отметит первый юбилей. 5 лет назад в коллектив объединились те, для кого творчество и поиск нового является образом жизни. Первоначально под своей сенью клуб собрал 12 умелиц. Постепенно состав увеличился. У нас очень хорошая команда, у нас настолько дружный, слаженный коллектив, и каждый друг за дружку. И поэтому вот приходите к нам на ярмарку, мы проводим ярмарки регулярно, и милости просим творческих людей к нам в клуб. Мы всем открыты для общения. У нас коллектив, действительно коллектив. Мы не просто собираемся на ярмарках, мы обсуждаем какие-то идеи, что-то там, мы постоянно вот общаемся, и всегда что-то, если что-то новое я делаю, допустим, у нас есть специальный чат, не для всех, а вот наш клубовский, и я там выставляю, если нужен совет, я спрашиваю, и они мне советуют, и критикуют, если так. А вот лучше вот не так, надо вот так сделать. Мы вот так вот работаем. Объединение в клуб даровало каждой рукодельнице импульс к новым поискам и свершениям.
В коллективе каждая рукодельница черпает поддержку, а также новые для себя знания. Увлеченным людям неведомы скука и безделье, а остановиться в творчестве невозможно. Знаете, как говорят, одно сделал, начинается сразу другое. Вот избушку сделала, ее надо куда-то поставить. Освоила гипс, потому что сразу хочется, чтобы это было на подставке, красиво, оформлено и безопасно, во-первых, потому что это свеча, потому что так или иначе воск плывет, чтобы он никуда не приплывал. И эстетически было красиво, поэтому вот развиваемся дальше. Куда дальше понесет, я не знаю. В рамках ярмарки проходили мастер-классы, на которых рукодельницы раскрывали секреты мастерства и щедро делились опытом со всеми ценителями прекрасного. Катя Лабутина убеждена, лучший подарок – это тот, который сделан своими руками. Под руководством Натальи Труфановой девочка изготовила свою первую праздничную свечу. Это я делала подарок сестре, ее зовут Даша. Такой красивый, она любит такой оттенок цветов. Вот. И ей, вот, я надеюсь, что очень понравится такая вот открыточка, можно сказать. Сзади еще подпишу с Новым годом. Как с удовольствием и выдумкой украсить дом к празднику? Гости ярмарки узнали об этом у Елены Кондрашовой. Из обычной синельной проволоки за несколько минут можно создать неповторимое убранство. А для людей старшего поколения маленькие шедевры словно заиграли отблесками доброго советского детства. Это синильная проволока. Она очень гибкая, блестящая, красивая. Из нее можно сделать новогодние игрушечки. Вот это фонарики. Вообще, конечно, с ней работать интересно. Море фантазии. Игрушек можно сделать за полчаса. Целую кучу, украсить елочку. Елена, как и Наталья, состоит в клубе мастериц с начала его основания. Рукодельница работает в разных направлениях. На ярмарке она представила те шедевры, которые максимально полно отражают степень мастерства и многогранность творчества. А самой крупной жемчужиной коллекции Елены остается мыло ручной работы. Мылом я уже занимаюсь 8 лет. Мне очень нравится, потому что мыло ручной работы. Я туда добавляю всевозможные масла, всевозможные одушки вкусненькие, витаминки А и Е, чтобы все-таки польза была от мыла. Ну, в общем-то, вот как-то так. Сравнительно новым занятием для Елены стала техника сухого и мокрого валяния. Свои изделия мастерица ласково называет валяшками. В таких рукавичках мороз будет не страшен. Рукавички выдерживают самые лютые морозы, потому что это 100% шерсть. И несмотря на то, что может показаться, что они тонкие, но они очень теплые. Когда вот по улице идешь в них, руки аж прям горячие. Рукавички, уходит больше суток. Почему? Потому что сама рукавичка – это мокрое валяние, а набивка вот идет уже, и вот эти вот дракушки, они сделаны в технике сухого валяния, то есть специальной иголкой набивается, придумывается сначала эскиз, и потом уже игрушка выбивается специальной иголочкой. На ярмарке счастья вещь по душе и по сердцу смогли найти и стар, и млад. Приглянувшиеся шедевры, незаменимые в любом доме, гости оценивали прежде всего с позиции эстетики. А самым важным приобретением, стоимость которого неизмерима в рублях, для многих алданцев стало желание творить, которое они почерпнули на празднике полной мерой. Вообще яркое впечатление, столько всего интересного, своими руками сделано. Вязаные игрушки, свечки, вот даже детей учат, очень даже интересно. Хочется даже попробовать что-то такое сделать, да, действительно. Желание сразу такое, вот хочется попробовать игрушку связать, дети есть, все-таки хочется тоже такого чего-то. В творческой семье секреты мастерства передаются из поколения в поколение. Михаил Перцев увлекается плетением из лозы. Интерес дедушки разделяет внучка. Свои шедевры Соня тоже представила на ярмарке. Я показываю бисер и вот это. Это что такое у тебя? Это домик Деда Мороза. Над домиком для Деда Мороза Соня работала 2 дня. На ярмарку дедушка и внучка принесли лишь небольшую часть изделий, а оставшихся дома богатств не перечесть.
Есть корзинки вот такие донышки, вот такие у нас все из лозы. Как и для Михаила, плетение стало настоящей страстью для Светланы Соловьевой. Шляпки, посуда, предметы для интерьера и сервировки стола, детские копилки, бытовые мелочи и очаровательные сувениры. Личная коллекция изделий из бумажной лозы поистине необъятна. Впрочем, по словам Светланы, это вовсе не предел. Я плету вот такие вот большие корзины даже. Котодомики, в которых кошки вот дома живут. Потом лежанки для небольших собак можно. То есть вот это самые крупные. Короба для хранения чего-то там изделий, как вот у Михаила высокий вот короб. Вот такие короба. Ну, даже можно как бы мебель оплетать, но уже нужен каркас тогда, потому что эта бумага, он форму теряет. Обыкновенная бумага раскрывает обширные просторы возможностей для творчества. А главный секрет мастерства, по словам Светланы, заключается в процессе создания лозы. Она должна быть тонкой, прочной и гибкой. От этого напрямую зависит качество готового изделия. В ход идут газеты. Вот, допустим, трубочки, они вот с газетным принтом у нас окрашенные. Газеты и бумага типографская, но плотностью 60 миллиграммов на 1 квадратный метр. Вот как газеты печатают, а лучше всего. В принципе, можно из всего. Это и глянцевые буклеты могут пойти, и любая бумага. Режется на полоски 7 сантиметров примерно и крутится на спицу вот такая вот трубочка. Если изделие мелкое, потоньше трубочка. Если как вот даже плетем вот такие корзины большие, то там потолще уже. У нее один конец широкий, а другой поуже. Таким образом она наращивается вот друг с другом. Плетется все от мелких поделок до самых крупных. Светлана владеет различными методами плетения, от традиционных до самых затейливых. В творчестве рукодельница смело экспериментирует, сочетая в создании шедевров разные техники. Чтобы хорошо держала форму, мы грунтуем это все. Грунтовка готовится лак-вода, там пропорции специальные. Потом покрывается лаком высокого качества. Я беру лак для бани саун с воском. И на 2-3 раза изделие покрывается лаком. Для того, чтобы оно стало грубым, оно делается вот такое ощущение, как оно деревянное. И лак, он же с воском, поэтому влагостойкое изделие получается. На ярмарке вместе со Светланой алданцы смогли попробовать выполнить из бумажной лозы северного оленя. На изготовление фигурки священного животного новичкам требовалось порядка часа. Тонкости творчества с бумажной лозой пожелали освоить и единомышленники Светланы, мастерицы клуба. Работать в новом для себя направлении оказалось не так просто. Это вообще первый раз. И это вот мастер мне подарил, а это вот я сама сплела. Получается. почти что получилось. Вы знаете, это очень интересно, но это кажется так все просто, но это очень трудно. Вот даже вот такой маленький олешек, это очень трудно. Да, но увлекательно. Стихия увлеченности безгранична. Покоряя вершины в том или ином направлении, мастер открывает для себя новые горизонты. Отточив до совершенства навыки в технике декупаж, Юлия Гаврилина 5 лет назад присоединилась к клубу. А теперь освоила пошив сумок и свечеварение. И хочется, конечно, что-то другое пробовать. Вот сейчас пока ватная игрушка. Хочу ковровую вышивку сейчас освоить. Вот свечи освоила в этом году первый раз, но очень тоже, казалось бы, что растопи воск, залей и все. Оказывается, нет, там очень такая технология. То есть там, да, тоже надо свои тонкости. В последние пару лет центральное направление творчества Юлии составляет изготовление ватных игрушек. Это дело непростое. На одну такую фигурку мастер затрачивает несколько дней. Тут делается каркасик небольшой проволочный, остальное это все вата. Вата и немножечко краска. Почему плотная? Они есть разные направления. Есть немножечко, делается вата слегка, крашеная вата. То есть она
не красится красками, тогда она получается более пушистая. Есть вообще накладывается так плотно-плотно, что она смотрится как пластмассовая. Эти игрушки, да, они очень долговечные, экологичные. Здесь только клейстер, который там сама тоже варю, картофельные, значит, крахмал, и акриловые краски, и все, и вата. В основном в ватных фигурках Юлия воплощает образы хорошо знакомых всем персонажей. Прогулка по городу, прочитанная книга или старый добрый фильм – идеи для творчества рукодельница черпает в прямом смысле отовсюду. Но в первую очередь мультяшки из нашего детства. Любимые мультяшки и вот эти сказочные герои. Не знаю, какие-то ангелочки, вот что-то, где-то увидела даже какую-то открытку, старые, может быть, советские открытки где-то вдохновляют. Символы года. Что навеяло, то и сделала, как говорится. Самую обыкновенную вещь мастер способен превратить в настоящее произведение искусства. Таких блокнотов, фотоальбомов и сувениров, как у Ольги Коржановой, нет больше ни у кого. Я занимаюсь рукоделием еще с детства, но очень сейчас меня увлек скраббукинг. Скраббукинг – это фотографии, которые мы оформляем на память в альбомы. И я делаю альбомы, я делаю обложки на паспорт, открытки. Очень люблю открытки, когда они многослойные и с разных материалов сделаны. Альбомы, блокноты. Допустим, вот этот вот блокнот зимний я люблю заполнять зимними фотографиями и писать, что, допустим, такого-то числа у меня такое-то событие было. Отдельное направление в создании прекрасного для Ольги составляет изготовление поздравительных открыток. Такую карточку мастерица может выполнить за один день, но при одном обязательном условии. Вдохновение обязательно, без вдохновения ничего не получается. И с хорошим настроением надо садиться за стол, и тогда у вас все получится. А когда у тебя не очень, то и что-то не клеится. Для того, чтобы произведение стало эксклюзивным, нужны качественные материалы. К их выбору Ольга подходит строго. А наряду с навыками и сноровкой в арсенале мастера имеется огромное количество инструментов и приспособлений. Там очень много инструментов. У меня, допустим, есть специальная машинка для вырубки, которые ножи беру отдельно, покупаю на каждую, как сказать, елочку, там, снежиночку, там, и все такое, фигурку, и прокатываю ее через вал. 2 вала такие специальные. Вот. И потом, когда у меня получается эта вырубка, я вот делаю вот эти вот цветочки сама с нее, делаю, допустим, вот эти, елочки. Вот. У меня очень много всякой, как сказать, приспособлений, которые вырубаются. Там и домики, и олени могут быть, там хоть что угодно может быть. Вот. А также вот я делаю вот эти цветочки ручной работы для украшения. Это у меня желатиненная ткань, покрашенная вручную. Я ее вырубаю на машинке. Вот эти заготовочки, несколько лепестков. Потом горячим паяльником специальным при температуре там 40 градусов, 40-60, не больше. Я булю, называется, прокручиваю. Вот это все создаю форму, чтобы был как настоящий цветок. И потом собираю с тычинками его в цветок и украшаю потом, как мне надо. Вот посыпаю глиттером и все остальное. У любого мастера каждая вещь получается индивидуальной. 2 абсолютно одинаковых изделий быть не может. Ольга знает это точно. Даже если взять скраббукинг, у нас у всех работы разные. Хоть мы будем там выполнять его там в одном стиле. Стилей, естественно, много. Он может быть как и шеби стиль, там, и там еще какой-то, там, нежный наоборот, или темный, там, да, или микс-медиа, там, или еще. Там много направлений. Вот, но мы все по-разному делаем это все. Как изготовить оригинальную открытку, Ольга показала самым юным гостям ярмарки. Мастерица убеждена, в обучении творчеству авторитарный стиль неприемлем, поскольку каждый человечек, создавая нечто прекрасное, является творцом, и в своем произведении он отражает личное видение мира.
Они очень любят собирать свою композицию. Я, допустим, показываю на открытке, вот у меня такая-то композиция, и главный элемент, главный герой. А они уже там сами собирают вокруг, что они хотят, лес видеть там, или наоборот, чтобы какой-то там цветочках он там сидел, и обязательно украсить по-своему. Я никогда не говорю, что надо делать именно вот так, а у человека своя должна быть фантазия, и ребенок сам должен проявлять свою внутренность, внутренний мир на своей работе. Освоение тех или иных навыков при желании задача вполне посильная. А если к полученным умениям приложить фантазию и выдумку, то можно создать настоящий шедевр. Для творчества и созидания преград нет, и алданцы в этом убедились. Я впервые попала на ярмарку подобную, ярмарка счастья, и была удивлена, сколько творческих, сколько талантливых людей живет в нашем районе. Все работы потрясающие, аккуратные, такое разнообразие материалов и техник. Вот сегодня я доставила себе удовольствие и поучаствовала в мастер-классе. Это валяние шерстью, да, акварель шерстяная. Это вот первый наш опыт. Но я довольна результатом и полученным настроением и удовольствием. Как можно оригинально украсить плед, свитерок или шарфик? Этим искусством с земляками делилась Людмила Максименко. Гостям предлагалось отделать вязаные салфетки, а в ожидании интересантов мастерица даром время не теряла. Она продолжала вязать. У меня будет вязание с бусинками. То есть те, которые умеют дети вязать, они уже знают, что такое. Но не каждый может просто бусинки вот эти вот как плести. Некоторые их сшивают. Но можно их не сшивая ввязывать. То бишь берется, вот, допустим, это самое, вот основа уже вот у нас есть, вот она идет. И она просто обыкновенно берется, вяжется. Вот сейчас я вам покажу, как. Берем такой маленький крючочек, чтобы входила бусинка туда. Мы ее вот так вот одеваем, подцепляем, то бишь. Немного волнуюсь. Вот. И просто берем вот так вот ее, продеваем и ввязываем. Вот она у нас есть уже. И так по кругу она пошла. И получается вот такие вот изделия. То бишь нужно украсить все что угодно. Кофточку, там пледы, что-то еще, покрывальчица, для кукол, для этих всех. В принципе, это не очень так-то уж и сложно. Вот. А так все это вяжем мы и пледы, и кофты, и носки, начиная с носков и заканчивая крупными изделиями, то бишь, включая пальто. Вязать Людмила научилась еще в раннем детстве. Благодаря спицам и крючку гардероб мастерицы и ее близких постоянно пополняется эксклюзивными вещами. Правда, в большей степени Людмила дружит все-таки с крючком. Я когда начинала вязать, где-то с 10 лет, начинала вязать спицами, и у меня получалась одна петля больше, одна меньше. Как-то я не сильно подружилась, но связала самую большую крупную вещь папе шарф. С такими вот, вы понимаете, где пропущена петля, где не пропущена петля, где больше-меньше. Но когда папа одел, носил с гордостью, говорит, что это связала моя дочь, у меня прям крылья. И я вот решила посвятить себя вот этому хобби. Немало времени рукодельница уделяет изготовлению сувениров и игрушек. На ярмарке счастья мастерица, как и ее соратницы, смогла представить лишь небольшую часть своей коллекции. Что-то из меха я делаю. Это просто можно на рюкзачки, на ключи, там, это просто меховые изделия, делается мех и вяжется просто головы, типа как гномиков. На счастье там кружечка вот тоже обвязывается, собачка просто-напросто и все, она тоже ничего сложного нету. Старые меховые вещи у Людмилы не залеживаются, она дает им вторую жизнь. Идут в дело и собранные во время летних прогулок шишки. А свои произведения мастерица представляет с необыкновенной теплотой и любовью. Как я говорю, банда моя. Вот. Это все шишки сделанные, обвязаны просто. Ножки связаны, ручки конфетки, шапочки связаны. Все это приклеивается на клей, и вот такая получается, как фигурка. Атаманы, я их называю, моя шайка-лейка. Каждый представленный на ярмарке шедевр был наполнен особенными чувствами и эмоциями, кои переживал автор в период работы над ними.
Таланты алданских мастериц, воплотившиеся в произведениях, многих гостей вдохновили на собственные поиски прекрасного. Я в восторге, потому что сейчас вообще женщины редко кто занимается вот рукоделием. Мне очень понравилось все. Сейчас просто это редкость, это находка для, чтобы женщины занимались. В основном как-то сейчас и молодежь сильно мы не настроены, никто вот на это, чтобы дома что-то сидеть так, как все кропотливо, это вышивкой заниматься всем. Поэтому мы в восторге от этого. Здорово. У нас мастера такие есть в Алдане, которые делают просто шедевры. Вот начиная девочки со свечей, которые делают, вплоть до вязания, кукол делают. Но настолько вот они оригинальны, что дело в том, что купить нельзя их в магазине. И это получается эксклюзив. И просто наши дети должны знать об этом, внуки должны знать. Говорят, счастье нельзя купить, а вот подарить его очень даже можно. В творчестве человек увлеченный черпает истинное наслаждение, воплощая затем его в своих произведениях. Представив великолепие шедевров на ярмарке, мастерицы поделились этим счастьем с земляками.